Здравствуйте! Сегодня 23 сентября 2020 года, и у нас очередной выпуск программы «Серьезный разговор». И сегодня у нас в гостях известный этногеномист, руководитель Scientific Foundation National Plans Булат Муратов. Здравствуйте. Здравствуйте, Булат. Я бы хотел начать издалека, как человек, который очень плохо разбирается в этногеномике. Хотел бы задать вот такой вопрос. Про что вообще этногеномика? Наука, которая на основе данных генетических узнает происхождение человека, его родственные связи, кто были предки человека и кто его родственники. Также занимается эта наука данными палео-ДНК, то есть на основе ископаемых останков берется ДНК и выясняется, чьи предки лежат в курганах захоронениях и какая между ними родственная связь. Это каким-то образом связано с этносами? Прямым образом, прямое отношение имеет к этнологии и происхождению именно этносов. Я вас прошу немножко в камеру смотреть. Ясно, отлично. Вот в каких-то из передач предыдущих мы с вами, по-моему, говорили на эту тему, что сейчас есть механизмы, которые позволяют именно по отцовской линии все лучше видеть, а по женской это как бы затруднительно. Это правильно? Да. В настоящее время по отцовской линии хорошо разработана эта наука, этногеномика, а по женской линии еще продолжается исследование, и пока глубоко установить родственные связи не получается, только общие данные. Я прошу немножко погромче говорить и смотреть в камеру. Спасибо большое. Расскажите о себе. Вот я думаю, что вы как этногеномист, вы, наверное, досконально изучили себя, сделали кучу анализов. Вот что вы можете себя рассказать с точки зрения этногеномики? Я сдавал полный генетический тест. Моими предками по мужской линии Y-хромосомы были саки, они же скифы. И это более дальние времена, если брать эпоху Железного века. А по женской линии у меня, если брать непосредственно мою митохондриальную ДНК, она связана с булгарским населением Поволжья. А если брать все мои генетические линии, то есть аутосомные, у меня есть и финно-угорская кровь, и китайская кровь, и там казахская кровь, и кавказский компонент, и иранский компонент и так далее, поскольку мои предки были кочевниками, и они брали в жены разных женщин из разных народов. Соответственно, пул генетический довольно-таки большой. Вот когда вы говорите, что в вашей крови есть разная кровь, в процентах это возможно сочетать? Да, это как раз аутосомный тест, по которому видно, сколько в человеке определенного компонента европейского, азиатского, дальневосточного, сибирского компонента с Америки, то есть с Нового Света и так далее. С Нового Света компонент у меня связан с прототюрками, то есть у меня прямого нет следа америндов. Просто предки америндов обитали в Южной Сибири, поэтому у меня есть этот компонент южносибирский, который роднит их с америндами. Вот если говорить конкретно про твою кровь, да, вот скажем так, ты же ее очень хорошо анализировал, в процентах ты можешь сказать, вот столько-то от тех-то, столько-то от тех-то и так далее? Да, у меня есть более часто, вообще точная процентная раскадровка. Я сейчас только по памяти скажу, у меня основной компонент восточноевропейский, то есть далее идет, это около, больше 60%. Больше 60%? Да. Это R1? Нет, это просто, в данном случае мы говорим про аутосомы, это не только мужские линии, вообще все линии. Потом у меня дальневосточный компонент чуть меньше, есть компонент с так называемый западно-британский, это потому что мои далекие предки, саки, они входили в Сарматский союз племен и свой генетический пул они донесли вплоть до Великобритании. И там до сих пор в
встречается такая же линия, как у меня, то есть по мужской линии R1A, Y2632. Вот. Потом есть какой-то китайский компонент, финно-угорский. Ну, то есть, если интересно, я могу как бы, ну, большую такую точную процентовку дать. Но, в принципе, я об этом говорил ранее. Я примерно понял. Да. Если говорить про, вот я хотел бы еще понять такой момент, вы этнический башкир. Да, если брать национальность, то да. А по этносу, мы, если говорим про национальность, это одно, если про этнос, это другое. Хорошо, мы сейчас говорим про национальность. По этой национальности я башкир, да? Да. Вот смотрите, хотелось бы понять, ну мы знаем, что представители данного народа, башкирского народа, они имеют родоплеменную структуру. Соответственно, какая у вас родоплеменная структура? По отцовской линии я представитель рода Теляу, и мой ара называется Сура. И поэтому Сураман там что-то было. Да, Сураман это мой предок просто. И сколько лет назад он жил? Он жил в 18 веке. Сураман Абдул-Вагапов основал деревню Сураманово в Учалинском районе Башкортостана. И он, получается, племя Теляу. А что вы можете сказать про это племя Теляу в плане букв? Вот там R1A там, и так далее, и так далее. Дело в том, что мои далекие предки, ну понятно, саки были, но это была эпоха Железного века раннего. В эпоху Средневековья, то есть позднего Железного века, это великое переселение народов, плюс до X века нашей эры мои предки стали половцами. Вот. И они кочевали, начиная с XI века, на территории от Урала до Дуная. Половцы там жили. Наш род назывался там Олбурлик, Таксобичи, там по-разному называют, потому что там подразделений же много было половцев. Вот. И когда пришли монголы вместе с Бату, Субедеем и прочими военачальниками, они разбили половцев и практически их всех, ну, покорили. Элита была уничтожена половецкая. И многие половцы потом вошли в состав Улуса Джучи, это старшего сына Чингисхана. И они позднее были известны под именем нагайцев. Вот. И начиная, получается, с эпохи Нагая до 16 века мои предки назывались нагайцами. Потом, когда они в Башкирию вернулись, потому что здесь были родовые кочевья, то есть они же вернулись как нагайцы, они распределились по разным родам башкирским. В основном среди рода Кыпсак они представлены. Но часть среди родов Теляу, это вот мой род, Усерган, Тамьян, вот. И, соответственно, это был 16 век, и это прослеживается генетически, то есть, когда тестируют башкирских кыпсаков, у них, не со всеми, конечно, с некоторыми кыпсаками у меня расхождение 650 лет тому назад. Вот, это говорит о том, что у нас был 650 лет тому назад общий предок. С другими кыпсаками мы расходимся 1000 лет назад. То есть это другие ветки там. Потому что кыпсак тоже большой род среди башкир. У Теляу, коренные Теляу, то есть у них гаплогруппа R1B M73. А у меня гаплогруппа R1A Сур-51. Мы вошли в состав Теляу в 16 веке. Вот. Понятно. То есть ты очень досконально все изучил по поводу себя, со стороны отца, значит. Да. И получается у тебя... Со стороны матери тоже знаю. Вот со стороны отца получается, давай вначале по поводу со стороны отца поговорим, просто это интересно. Значит, 650 лет назад был общий предок у тебя с кем? С частью башкирских кыпсаков, с родом Бушман, Кыпсак. 650 лет назад был общий предок. И этот предок был мужского пола. Естественно, речь идет про мужскую линию Y-хромосому. Давай теперь поговорим про женскую часть. Да, вот как бы так глубоко можно копнуть по поводу женской части? Или к сожалению, именно так точно нет, можно поверхностно только. Давай поверхностно. Ну, по женской линии у меня род Буляр, вот, и так, Танышский район Татарстана, вот, и
там родственники. Соответственно, по женской линии у меня очень много татар и башкир. Ну, то есть северо-западные башкиры, татары, чуваш, там гаплогруппа. Но они стали татарами уже в 20 Ну, веке. это да, название национальностей. Мгм. Гаплогруппа митохондриальная у меня, ДНК H1B. Мгм. Или, как говорят, H1B. H1B, да? Мгм. Это по женской линии. Понятно. Да. Интересно. Так, вот если говорить по поводу башкирского этноса, да? Мгм. Вот для начала давай определимся в твоем понимании. Ты до этого произнес, что какая-то разница есть между понятиями национальность и этнос. В чем разница? Этнос – это родовое понятие. Это синоним такого русского слова, как род. Мгм. Этнос – это род, просто очень большой. Соответственно, этот род обрастает дополнительными еще родами. Становится такой народ, по сути. Народ – это соединение нескольких родов. Этнос – синоним слова клан. Клан. Только клан – это маленький, конкретный род человека, а этнос – это уже более глобально. Мгм. Так вот, по этносу у меня сакское происхождение. Сакское, если брать железный век, по отцовской линии. Или кунское происхождение, если брать эпоху средневековья. То есть куны – это так назывались кипчаки, которые, ну, собственно, Мгм. носителями этой ветки были Родина Сур-51. А по национальности я башкир. Мгм. Потому что Вот. если брать понятие башкирский этнос, то башкирский этнос он состоит как раз из родов коренных башкир и тех, которые стали башкирами в разное время. Мгм. Отлично, мы на эту тему еще поговорим. Вот ты как раз сейчас начал говорить про R1A Сур-51. Давай вспомним такое понятие, как династия Арпадов у венгров. Мгм. Какая взаимосвязь вот между тобой и династией Арпадов? Ну, на самом деле, это очень удивительно, и никто это не ожидал. Вообще, родственников венгров искали среди таких башкирских родов, как Юрматы, Еней, Гайна, Кесе, Юламан, Нагман, Ерми и прочие. Потому что названия этих родов встречаются среди венгерских кланов. Мгм. Но никто не мог предположить, что именно их династия венгерская, которая возглавляла переселение венгров с Приуралия на Дунай, то есть династия Арпадов, окажется родственниками таких башкирских родов, как Кыпсак, Теляу, Тамьян, Усерган. Мгм. Я имею в виду линию R1A Сур-51. У нас есть данные палео-ДНК, то есть было исследовано захоронение Беллы III, венгерского короля из династии Арпадов. Мгм. У него подтвердилась вот эта генетическая линия R1A Сур-51. В настоящий момент ближайшими родственниками к этой генетической линии венгров являются башкиры из родов Кыпсак, Теляу, Тамьян, Усерган. Мгм. А Очень- Усерган большой род. Не все Усергане, а только Аксак Усергане. Тамьяны большой род. Не все тамьянцы, а Шакман тамьяны. То есть родственники или потомки Шакмана, Шагали Шакмана. Теляу большой род. Не все Теляу, а только Сура Теляу, Буре Теляу, такие рода. Мгм. И, соответственно, Кыпсак тоже огромный род. Не все рода, а Башман, Санкем Кыпсаки, Хара Кыпсаки, Хун Кыпсаки. Вот эти рода родственники династии Арпадов. Мгм. Вот ты говорил, что захоронение вот этого человека было Белла Третьего. третьего. Он в каком году умер? Ну, это было уже, надо же смотреть в Википедии там. Мгм. Ну, примерно, не точно. Ну, это уже после Чингисхана. Нет, я путаю до Чингисхана, потому что при Чингисхане был Белый IV. Ну, получается, где-то там 1000 лет назад, плюс-минус, там, может, 11 век, 12. Ну, можно посмотреть в интернете, это не принципиально сейчас. Ну, Я отлично. это. Ага, вот смотри, такой момент. Вот если говорить про связь с династией Арпадов, то общий предок, вот, ну, грубо говоря, ты, да, и династия Арпадов, грубо говоря, общий предок, он жил 2000 лет назад, 1500 лет назад, вот как-то это можно конкретизировать? Это считается? Да, есть
две точки зрения на этот счет. Одна точка зрения изложена у венгерских исследователей. Вот, они считают, что династия Арпадов разошлась с башкирами 2000 лет назад, то есть в сарматские времена. Они это опубликовали в журнале Nature. Вот, это официальные данные, ихние. Есть мой подсчет генеалогический, который сделал я, согласно которому я могу ошибаться, потому что нужно более точный тест. R1A СУР-51 тоже как бы древний СНИП, нужно более молодые СНИПы тестировать. По моим подсчетам, башкиры разошлись с династии Арпадов где-то в 6 веке, 7-6 век нашей эры. То есть у меня разница с венгерскими исследователями 600-700 лет. 600-700 лет, отлично. Да. То есть примерно 1300 лет назад по твоим данным и по данным... По их данным 2000 лет назад. 2000 лет назад. Ясно. То есть когда Иисус появился... У них, да, они считают, что вот в те времена. Понятно. А переселение венгров произошло... Состоялось в 9-10 веках нашей эры. В Венгрию они вообще заселили, если не ошибаюсь, в 988 году. Может быть там... Потому что у них тысячелетие в Венгрии праздновали. Угу. Вот поэтому. Ясно, интересно. Очень интересно. Так. Вот следующий вопрос касательно как бы родовой структуры башкир, да? Есть ли какое-то исследование, чтобы можно было сказать, что вот мы берем, грубо говоря, например, по данным 2002 года или 2010 года, давай 2002 год, да, что вот там было 1 674 000 башкир, примерно, не знаю, по переписи. Сколько из них, соответственно, какого рода? То есть столько-то процентов там кыпчаков, столько-то табынцев, столько-то бурзян. Да, есть, это надо смотреть архивные документы, там составляли списки Рычков, Кириллов, там Юхнев и прочие, вплоть до 20 века. Там численность дворов указана. Нет, это понятно, это было еще до революции, как бы, да, до всей этой истории с большевиками и так далее. Я имею в виду вот сейчас, на текущий момент. Можно определить, если человек даже не знает своей генетической... Не конкретно человек, а в целом, вот если взять башкирскую национальность, да, вот, грубо говоря, столько... Кого больше всего сейчас среди башкир? Какого клана? Ну, никого больше, а просто процентовка. Вот этих 5%, этих 20%, там, этих 7%, как бы вот так вот. Самый большой клан среди башкир это Табын. Ага, сколько процентов? Ну, я не знаю, они практически... Ну, я не могу так сразу сказать, потому что на втором месте бурзяне идут там и так далее, и другие кланы. Вот таких цифр нету, чтобы можно было прям посмотреть, сказать, что вот столько. Если это не сложно узнать цифры, это надо просто собрать статистические данные, включая генетические, и посмотреть, какие генетические линии присутствуют среди башкир, и по архивным документам посмотреть людей, которых тестировали, к каким кланам они принадлежали. То есть да, на данный момент такая довольно сырая информация. Просто я знаю, что самый крупный клан среди башкир это Табын, потом Бурзян идет, а все остальные идут за ними. Хыпсак, там, Катай и прочие города. Ясно. Ясно. То есть где-то одного источника информации с этими цифрами нет. Это можно собрать, это не проблема. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Вот если говорить про вот эти ДНК, да, то есть там разные R1A, там и прочие буковки вот эти известные, в башкирском компоненте, по твоим оценкам, да? Самая основная гаплогруппа R1A Z2123. Сколько процентов? Каких Если брать на сегодняшний день, более половины башкир, носителей R1A Z2123, да. Но нужно понимать, что есть башкир, а есть коренные башкир. Если брать коренных башкир, это бурзянцы, тангауры, у них основная гаплогруппа R1B, N269. А если брать современных башкир, то есть современные башкир это этнос, состоящий из коренных башкир и родов там нагайского происхождения, усуньского там, и так далее, разных родов, угрофинского. Вот, то тогда у современных башкир основная гаплогруппа R1A. Z2123. Вот если говорить по отцовской линии. Если про твое говорить, R1A СУР-51, сколько процентов от башкир это?
Это приблизительно, может быть, 20%, может быть, меньше. То есть R1A СУР-51 целых 20% от башкир может быть. Или 1/5 часть, или 1/7, вот так где-то. Где-то так, от 1,7 до 1,5, от Да. 14 до 20%. Ну, по твоим Да. прикидкам. Ну, понятно, что это не точно, да. Ну, потому что я беру в основном это капсаки, а у Мгм. башкир капсаки составляет, наверное, 1/5 или 1/7 часть. Мне трудно сказать. То есть можно ли сказать, что каждый седьмой башкир капсак? Не, я же сейчас не говорю именно R1A. Я внутри R1A говорю... СУР-51. Да. Но в основном у всех капсаков линия СУР-51, кроме Гиреев и Карагаев. Мгм. Только два кипчакских рода. Еще род Сары Капсак тоже другой ветке принадлежит. Туркмен Капсаки тоже другие. А остальные все этот R1A То СУР-51. есть, другими словами, все те, кто R1A СУР-51, они какие-то древние, значит, родственники арпадов. Естественно, все. Тут, Вопрос только, когда венгры считают, что 2000 лет назад разошлись. Я считаю, что в 6-7 веке нашей эры разошлись. То есть сейчас только вопрос, когда разошлись. Тут, смотри, получается, я по отцу тоже Кыпчак, да, и если выяснится, что у меня R1A СУР-51, то... А какой ты капсак? Ну, я там, честно, не помню сейчас. Вот ты же перечислил несколько, да? Если ты хочешь, чтобы я смотрел в камеру, тебе надо стать вон там. Все, отлично. Потому что я при привычке начинаю с тобой так общаться. Давай немножко... Нет, Так, еще вот сюда сядь, не получится? Не получится. Ну, Давай ладно. так. Да, Мгм. так. Вот будешь на меня смотреть, да. В общем, точно название не помню, но ты не произносил это название, поэтому, скорее всего, из тех, которые ты не произносил, а значит... Ну как у тебя там капсакских или всего несколько. Вот я произношу Бушман, Санкем, Кары, Сары, Туркмен. Вот не могу сказать, к сожалению. Ну я какой район у тебя? Давай не будем сейчас на эту Ладно, тему. хорошо. Давай просто проскочим. То есть самое главное, что получается, что R1A СУР-51 это достаточно, ты считаешь, что 17, ну, то есть от 14 до 20% от представителей башкирского этноса имеют такой субклад, и, соответственно, все они являются в какой-то степени... Среди башкирских кланов это основная ветка среди теляу и капсаков. Слушай, интересно. То есть, получается, какой-то Кыпчак в каком-то веке возглавил, значит, союз племен и вместе с ними переселился на территорию современной Венгрии. И, грубо говоря, ну, там у них были, значит... Это твое мнение. Сейчас, секундочку, сразу хочу оговориться, что среди карагай-капсаков, элита карагай-капсакского рода, то есть потомки старшин карагай-капсакского рода, тоже R1A СУР-51. Ясно. То есть, а в целом карагай-капсаки, у них линии гаплогруппы С и R1B М73. Слушай, ну, достаточно интересно. Хорошо, я примерно понял на это. Насчет, то есть ты считаешь, что какой-то кипчак переселился в Венгрию, это твое мнение? Нет, я у тебя спрашиваю, то есть это так получается, ну, по большому счету. С тобой не согласны ни венгерские исследователи, ни я. Венгры считают, что это какой-то сарматский род, то есть 2000 лет тому назад возглавил, скажем так, не возглавил, а вошел в угорское объединение племен. Это мнение венгерских исследователей. Соответственно, они перешли с туранских языков на угорский. Я считаю, что династия Арпадов, возможно, связана с династией Ашина. И они являются потомками, по моей рабочей версии, Арпады являются потомками Кутлук Сибирхана, Богатура, который жил там в 6 или 7 веке нашей эры, один из каганов западно-тюркского каганата, потомок Карачурин-Тюрка. Ясно. Но это нужно проверить, мою версию, как. Нужны данные палео-ДНК династии Ашина. Эти данные есть, они известны китайским исследователям, но, к сожалению, не опубликованы. И мы точно не знаем, какая ветка у Ашина. Мы только знаем, что ветка это R1A. Но это слишком большая гаплогруппа. Мы знаем, что это R1A Z94, но это очень древняя линия, поэтому нужны более точные данные. Если подтвердится, что Ашина R1A СУР-51, тогда подтвердится концепция, что династия Арпадов и башкиры из линии R1A СУР-51 связаны с династией Ашина. Но на настоящий момент
у нас нет стопроцентных данных, что это так. Есть только гипотеза Мгм. рабочая, Понял тебя. моя. Ну, другие исследователи иначе считают. Венгры, я же говорю, они связывают это с каким-то сарматским родом, который раскололся. То есть восточные сарматы, там часть осталась. Позднее стали башкирами, а западные сарматы, аорсы, вошли в состав угров. И в дальнейшем стали предками арпадов. Династия арпадов. Понял тебя. Как соотносятся понятия сарматы и кыпчаки? Напрямую никак не соотносится. Дело в том, что то есть тут нужно понять, что означает термин кыпсак. Есть традиционная точка зрения, которую придерживается большинство тюркологов, что кыпсак означает, как сказать, в таком уничижительном смысле означает несчастный. То есть они считали, что это было имя оберег. Вот. Я считаю, что это, конечно, полная глупость. Вот. Несмотря на то, что эту точку зрения высказывали не только современные ученые, ну, она отражена в древних хрониках, там, у Рашид-ад-Дина, Махмуда Кашгарского и прочего. Вот. Есть еще точка зрения, тоже отражена у Махмуда Кашгарского, у Рашид-ад-Дина, и у части современных исследователей придерживаются этой точки зрения, что Кыпчак означает дупло. Дупло, эта точка зрения попала в башкирский шежире, согласно которому Кыпчак родился в дупле. Вот. Это точка зрения, вот если вы будете башкирский шежире изучать, рода Кыпчака, там описано, что Кыпчака нашли в дупле, вот, и воспитали, он стал воином, завоевал много стран и так далее. Но я сторонник точки зрения, что Кыпсак это древнее туранское слово, означает часть саков. Если дословно брать этноним Кыпсак, наиболее правильно его произносят только два народа современных. Это казахи и башкиры. Кыпшак они произносят. Да, это тоже правильная форма, потому что у них даже может быть более правильная. Вот эта казахская форма Кыпшак более правильная даже, чем Кыпсак. Потому что сак, ше переходит в с, это более поздняя форма. И Кыпсак, Кыпшак означает часть саков. Или, если быть точнее, малые саки. Вот. И, соответственно, этноним Кыпсак надо переводить как малые саки или часть саков. Этот этноним упоминается в том числе среди китайских летописей. Вот. И я считаю, что это синоним слова малый юэджи. То есть я сейчас не буду путаницу создавать, потому что юэджи это всего лишь китайская транскрипция слова сокт, сак, сак. То есть опять-таки получается малые саки этноним. Вот. Сяо юэджи по-китайски. Понял. Вот Дэшты Кыпчак, да? То есть Дэшты Кыпчак это в основном территория Казахстана сейчас. Нет. Дэшты Кыпсак это территория от Алтая до Дуная, а просто эта степь сохранила такое название в Казахстане современном. А вообще вся территория от Алтая до Дуная называлась Половецкой степью или Дэшты Кыпсаком. Почему? Сами они так не называли. Дэшты Кыпсак это персидо-арабская форма. Они называли Куман. Куман это Кумания по-кипчакски. Куман-Илле. Это была территория, где много разных племен кочевали там. Да, и они потом все стали называться кипчаками, да. То есть не надо думать, что на этой территории только родина Сур-51. Нет, там было все практически гаплогруппы были. Вот если мы посмотрим на узбеков, то они до революции назывались сарты, по-моему, да? Да. Вот каким образом произошло изменение как бы самоназвания у них, да, то есть Ленин сказал им, вы теперь соответственно, не сарты, вы узбеки, или как это все произошло? Ну, было много на территории современного Узбекистана. Более 100 племен у них. Да, там у были. них есть и таблицы, Нет, ну это родоплеменной состав. А мы сейчас говорим про этнос. Если брать этнические компоненты, они до революции там хивинцами, бухарцами назывались, каканцами по названию ханств. И были узбеки. Узбеки это потомки кочевых узбеков, то есть это люди хана Узбека. Узбек это потомок Чингисхана от его сына Джучи, приемного сына Джучи. И получается, что кто такие узбеки? Узбеки это люди хана Узбека.
Генетически они были связаны с казахами. Гаплогруппа С основная. А потом уже, когда революция произошла, у них уже складывался общее этническое самосознание, Мгм. потому что язык один, религия одна. Они рядом Вот. живут в разных И городах. большевики просто не стали там делить каканцы, хивинцы, Мгм. бухарцы. Вот они просто всех их назвали узбеками. И да они и сами себя так называли. Вообще это было почетное слово. Узбек это же переводится сам себе хозяин. Мгм. То есть Сам себе узбек. сам себе хозяин. Да, бек это, ну понятно. Да. Вот такой вопрос. А вот эти узбеки, которые, когда были сарты, да? бу- То есть хивинцы, Сарта, ну. Вот, Кому они родственники? нет, непосредственно узбеки, да, вот, как бы непосредственно сколько процентов от общего числа сартов составляли узбеки до того, как большевики их переименовали? Ну, Сарты это оседлое население Маверанарха, Мгм. то есть вот этой территории, где современный Узбекистан находится. Земледельческое оседлое население. Они родственны с древними племенами Маверанахра, тюркскими, там, Карлуки и прочие, Салары, и с таджиками, то есть харизмийцами, таджиками, то есть населением, скажем так, не тюркским, а ираноязычным. Мгм. Вот. И генетически это все прослеживается, то есть есть среди узбеков гаплогруппы С, которые родственны с казахами, да, это как раз потомки кочевых узбеков, не только их, конечно. Вот. И, соответственно, есть чисто линии сардские, это гаплогруппа R1, J2 и прочие, которые связаны с местным оседлым населением Маверанахра. Ну и в том числе не только гаплогруппа С среди кочевых узбеков, там тоже были линии другие, R1BM73, R1 и так далее. Мгм. Вот. Ясно. Вот еще такой вопрос. Алаш-Орда, да, вот как бы Ну, Алаш, на казахское название, да? казахское название. До революции казахов называли киргизами, где-то я читал, да? Это Да, действительно так? киргизы, косяки. Да. Вот этноним казах, как он произошел, как вообще это внедрилось в общее сознание и так далее? Мнений много. Вообще казак это вольный человек, то есть вольные люди означает этноним, дословно. Мгм. Этноним связан с древним тюркским словом аза, свобода, воля. Отсюда слово азат, Мгм. свобода, воля переводится. Азатлык, да. Да. И казак это просто человек вольницы. Ну, вот, Вообще простые кипчаки себя называли казаками. Вот половцы, они же делились на уздений, уздений это князья, мгм. уздень, то есть я сам хозяин, и казаки. Казаки это, собственно говоря, сам народ. Поэтому этот этноним впоследствии стал названием не только для казахов, но и для казаков русских, там, славянских и прочих. То есть это означает вольный человек. Мгм. Вольный. Ну, очень интересно, очень интересно. Вот я как-то в интернете читал, есть какие-то вопросы между казахами и узбеками, там по поводу, Ну, это у всех народов Да-да-да. есть такие вопросы друг к другу. по поводу Кто от кого произошел, кто древнее, кто умнее. Ну, я это не комментируешь. Да. Мгм. Вот по поводу узбеков я просто хотел бы уточнить такой момент. Среди 100 родовых племен, которые там есть, там, Ну да. около 100 там, да, там встречаются те же самые, допустим, ну я насчитал там, по-моему, аргыны там есть, кыпсаки есть, табынцы есть. До этногеномики считали, что по названию можно определять родство. Вот среди казахов есть род Теляу, тоже такой же, как у башкир. Но казахские Теляу это гаплогруппа С основная, а мы гаплогруппа R1, СУР-51. И у башкирских Теляу вообще нету гаплогруппы С. Только R1BM73, это Кара Теляу, настоящий Теляу, и наши рода. И так практически все рода. То есть название ни о чем не говорит. Даже может тамга совпадать. Как такое произошло? Во времена Чингисхана Чингисхан нарушил родовой принцип. Не только Чингисхан, там Бату, его преемники и прочие. То есть войска образовывались по принципу не родовому, чтобы они не могли восстание поднять. Мгм. С каждого племени брали человека, создавали войсковую единицу. Смешивали их между собой? Да, то есть, и получается, вот, допустим, тебя взяли из рода Барын, а тебя взяли из рода Меркит, а другого взяли из рода Кипчак. Вот вас собрали, вы совершенно разные, не родственники.
И уже сам Найон, начальник, решал, как вас назвать. Он мог вас назвать барынами. Мгм. То есть по названию любого. То есть вот эти названия, Кыпсак, там, Найман, Миркит, это все, к сожалению, после эпохи Чингисхана не стало отражать родственные связи между разными народами. Внутри одного народа, да, отражает. Потому что, как получилось так? То есть, вот, допустим, когда половцы, их кыпчаки, то есть они разошлись по разным народам, у башкир именно осталась ветка Р1А СУР-51, у казахов Р1Б М73, там, у узбеков там С-линия какая-то, да, там, у других народов, там, у этих, как его, кумыков своя ветка и так далее. То есть нужно просто понимать, что название зачастую не отражает общеродовую связь. Понял. Шамиль, можно перерыв сделать? Пока паузу нажми, и потом просто вторую часть выложишь. Как раз будет вторая часть, это будет первая часть. Да. Ладно, мы сейчас еще встретимся. Это будет у нас Первая часть. конец первой части. Спасибо за внимание.